На начало, когда образовался профсоюз, было 67 тысяч, многие предприятия приехали к нам из Ленинграда, из Воронежа, а сегодня, значит, уже от этих предприятий создались новые, значит, предприятия. А когда началась перестройка, наш профсоюз объединял 130 тысяч человек. Но началась перестройка, и сегодня у нас профсоюз 7 тысяч человек работает на наших предприятиях. Предприятия работают стабильно. На предприятиях очень хороший, здоровый климат в коллективах. Это отличает наше предприятие. Значит, по профсоюзу что могу сказать? Что мы всегда стремились и сейчас стремимся, и удалось нам добиться системная работа по различным направлениям. Мы говорим о защитной функции, но защитная функция, мы считаем, заключается главным образом в том, чтобы был хороший коллективный договор, который бы обеспечивал системное повышение заработной платы, создание нормальных условий труда, чтобы ни семья, ни рабочий не думал, что он уходит и будет работать в тяжелых условиях, во вредных, где ему грозит, значит, потеря его здоровья. Значит, и внутрисоюзная работа, потому что не только заработная плата и условия, а и должен работать хорошо коллектив. От этого многое зависит. Поэтому у нас проходит много различных смотров, конкурсов. И среди профгрупп, и среди цеховых комитетов, и среди молодежных комиссий. В этом году у нас треть членов профсоюза, а из 7 тысяч 74% у нас охватывают, значит, то есть они являются членами профсоюза, а 30% молодежь. И я очень рада, что в этом году особенно, значит, такая боевая, работоспособная молодежная комиссия, которая и проводит конкурсы, значит, которые бы способствовали повышению квалификации наших молодых рабочих, инженерно-технических работников молодых, и спортивные, значит, соревнования, и интеллектуальные, значит, конкурсы. Это очень важно. И много работает у нас сейчас ветеранов. И эта совместная работа ветеранов и молодежи дает положительный, значит, результат. Если сказать, что я говорю по заработной плате, то заработная плата ежегодно у нас повышается. Сегодня она у нас составляет где-то по году 35 тысяч. На некоторых предприятиях там НИИП, Коминтерн до 40 тысяч. Значит, институт программных систем более 50 тысяч.